Я съел 5 живых червей. Вот с этого можно шоу начать. В одном из интервью вы сказали, что вам отправляют несовершеннолетние жопу, сиськи. Что чаще всего вам пишут в дайрект? Чтобы вы просто понимали, но они никогда не заканчиваются. То есть это вот надо подождать. Это, кстати, эксклюзив, никто об этом не знает. Как ваша жизнь изменилась после шоу? Вы стали победителем? Ну, во-первых, цена на концерты выросла. Всем привет, это проект «Большое интервью», и сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известный певец, блогер, участник различных ТВ-шоу Анатолий Цой. Здравствуйте, Анатолий. Здрасте. Очень рада видеть вас в Кыргызстане. Спасибо большое. Вообще звезды таких масштабов, как вы, прежде чем приехать, обычно сообщают об этом, пишут в СМИ. А о вашем приезде почти никто не знал. Да, цель вот, вашего визита? вот у меня сразу встречный вопрос, откуда вы узнали, что я У нас есть свои источники. Да, я знаю, и я приехал, потому что, скажем так, не по... Вообще я стараюсь не хайповать ни на чем. Вот. Мой хайп, он в музыке, в творчестве. Вот. Когда я что-то делаю, я делаю это, скажем так, для души, что-то делаю в каких-то личных целях. Сюда я прилетел для того, чтобы поздравить своих родителей с юбилеем. У них в этом году и у мамы, и у папы 60 лет. Это очень важный праздник в жизни корейцев, вообще всех. Вот мы справляли, дети, это такая традиция, дети справляют родителям юбилей. И вот я вместе со своими родными сестрой и братом справляли юбилей нашим родителям. Вот. Все прошло очень здорово, все счастливы, довольны. Ну и исполнил такую давнюю, очень, наверное, давнюю мечту родителей. Подарил им дом на юбилей. Классно. Маленький домик, очень уютный, классный, и они очень счастливы. Вот вы много лет уже не были в Кыргызстане. Что вас на сегодняшний день связывает с нашей страной? Меня связывает с Бишкеком очень многое. С Кыргызстаном, с Бишкеком. Во-первых, это большое наличие моих людей, друзей близких, которые здесь живут по сей день. Ностальгия. Моя любимая учительница по музыке Ирина Васильевна. Мои родители, ну, это обязательно моя семья. Ну и, наверное, вот очень много воспоминаний теплых. Потому что здесь, на самом деле, вот я переехал в Бишкек, когда мне было 13 с родителями. И, по сути, каждый человек, ну, не особо помнит свою жизнь вот как раз на рубеже где-то. Да? Он помнит свою жизнь в более таком сознательном возрасте, самым интересным, когда идет юношеское какое-то становление. И это вот произошло именно в Бишкеке, потому что с 13 до 18 лет я жил в Бишкеке, и это самые такие яркие воспоминания. Это школа, это друзья, это какие-то, не знаю, первые отношения, первая любовь, это какие-то первые эмоции, это первые поездки за границу, потому что именно из Бишкека я впервые полетел на большой какой-то свой первый международный концерт, фестиваль. Я летал отсюда в Душанбе. Из Бишкека я летал, от Кыргызстана я летал в Корею на конкурс, летал на Байконур. Вы сказали про школьные годы. Я где-то читала то, что в школьные годы вы были хулиганом, и порой вам бывает стыдно за ваше прошлое. Расскажите подробнее. Да, я учился в 62-й школе до 10 класса. Но и в то время, конечно, сейчас кардинально отличается эта школа от той школы, в которой я учился.
Я даже удивился, потому что Посещали недавно? да, не так давно, ну как не так давно, наверное, года 3-4 назад, может быть, 5, я прилетел и случайно на 1 сентября оказался в Бишкеке, и я пошел поздравить свою учительницу, классную руководительницу, она же завуч школы, поздравить с 1 сентября и чтобы увидеться. Я, конечно, был в полнейшем шоке, потому что это была вполне себе такая очень уже отреставрированная, очень светлая, такая уютная школа, где очень тихо, где ученики очень спокойно как-то ходят, прилежно. А какая атмосфера была, когда А вы у нас учились? была атмосфера, это, ну, я не знаю, ну, несмотря на то, что если бы, наверное, посторонний человек какой-то попал в эту школу, ему бы сразу, наверное, не понравилось. Но у меня теплые воспоминания, потому что, ну, вот все детство прошло именно в этой школе, и Вы дрались много? очень много дрались. Школа была такая очень старенькая. Постоянно в школе бегали, постоянно в школе был шум, гам, постоянно был какой-то, просто творился беспредел. Но именно вот, когда я вспоминаю про школу, это какие-то приятные воспоминания. Всегда какой-то смех, всегда кто-то... Полшколы не училась вообще, мы все время бегали по коридорам, все время... Какая-то такая была тусовка, что ли. Не могу сказать, что это была учеба. Вот. А сейчас, конечно, все кардинально поменялось. Вот. И, ну, очень много в связи, вот, наверное, с тем, что именно было такое время какое-то странное. Странное в странных каких-то понятиях. То есть, Из-за вас увольнялись учителя? Да. Что такое вы творили? Бывали такие моменты, когда мы там с моими одноклассниками доводили учителей, они увольнялись, охранников школы. Ну, это было ужасно. То есть мы там, если нам кто-то не нравился, мы постоянно их доставали до тех пор, пока человек просто не сходил с ума и не увольнялся со своего рабочего места. Да, ну, очень много таких моментов, за которые очень стыдно. Ага. Я знаю, что когда вы только переехали в Москву, вам было очень тяжело, вы продали машину, вам не было, негде было жить. С какими еще трудностями вы сталкивались тогда? Ну, машина это самое малое, наверное, что я продал, чтобы попасть что в Москву. еще? Но у меня была квартира, я ее сдал, потом со временем пришлось ее продать все-таки. Это первая моя квартира, которую я когда-то купил в Алмате. Она была очень маленькая, 36 квадратов, но она была настолько... Каждый квадрат был на вес золота. Очень, очень дорогая мне квартира, потому что она самая первая, потому что она очень тяжело далась мне, потому что, будучи еще просто рядовым музыкантом на различных тоях, не так много я зарабатывал, и чтобы купить эту квартиру, пришлось, ну, так, изрядно попотеть. И очень дорога была, как память, не хотел продавать. В один момент было очень туго, пришлось продать. Ну и там был период, когда я залазил в долги, потому что, ну, было очень сложно. Но потом все как-то само собой наладилось, когда ты стремишься к цели и не боишься преград, не боишься сложностей. У тебя обязательно все получится. Ну вот, в принципе, наверное, я так живу всю свою жизнь, и поэтому все получилось. На сегодняшний день все хорошо. А сейчас не хотели бы выкупить ее обратно, если вот такая память вас связывает? Честно, нет. Нет? Я вот такой человек, что если уже отпустил, то я уже стараюсь не возвращаться. Но я зато купил себе хорошую квартиру в Москве, поэтому все хорошо. Теперь это моя память, она уже побольше, она уже такая посерьезнее, есть где разгуляться. Вот. Но сейчас, если говорить откровенно о будущем, я уже вижу дальнейшие какие-то свои шаги и понимаю, что
оказывается, для меня это тоже открытие, что Россия для меня это еще не предел. То есть, если в Москву я летел с целью, что это эпицентр шоу-бизнеса, и я хочу быть там, оказавшись там, я понял, что это не потолок, что я хочу еще... Есть еще амбиции, есть еще порох в пороховнице. Вот. Хочется еще попробовать себя на мировой арене. Отлично. Вот я хотела поговорить о участии в проекте «Маски». Как ваша жизнь изменилась после шоу? Вы стали победителем? Итак, победителем шоу «Маска» на НТВ становится Лев Анатолий Цой! Ну, во-первых, цена на концерты выросла. Само собой, да? Да, да, что изменилось? Классный, просто невероятно крутой проект. Очень классно мне помог реализовать первые ступеньки моего сольного творчества, потому что я только-только вот буквально уже вышел из группы, группа распалась, и тут мне нужно как-то громко заявить о себе, что я сольный проект, что я буду продолжать дальше существовать, творить и буду выпускать там новые песни. Как это сделать? И тут приходит запрос на проект «Маску». Конечно, первая моя реакция, причем я рассказывал это всем и продюсерам в том числе, какая у меня была первая реакция, потому что оно было настолько засекречено, что даже когда мне предлагали, они толком не могли сказать, что и как будет. То есть меня привезли в главкино, закрыли в маленькой комнате, зашли продюсеры и говорят: короче, там будет шоу, будут все, там попугай, паук, робот, яйцо. Я говорю, что за... Ну, в голове просто по представлениям это какой-то цирк. И, ну, не очень хочется начинать свое сольное творчество с непонятно чего, с какого-то непонятного шоу. Но, во-первых, подкупило тем, что я буду лев, потому что я сказал... Причем изначально я должен был быть роботом. Это, кстати, эксклюзив, никто об этом не знает. Мне предлагали робота в 3 вариациях различных. Я говорю, а есть лев? Они говорят, есть. Я говорю, я хочу быть львом. А почему именно лев? Лев – это мое тотемное животное. Я по знаку зодиака лев. У меня первое тату лев. У меня есть бренд одежды. И, собственно говоря, логотип этой одежды тоже лев. И у меня с самого детства лев – это вот прям такое мое животное. И, ну и как-то мы в этом сошлись. И потом плюс мне показали фрагменты зарубежного шоу. И я понял, что не так все страшно. Я понял, что проект должен быть неплохой. Но когда я приехал на первую съемку, в первый день, я, конечно, был в большом просто шоке от масштабов, от того, насколько это крутой проект и как все серьезно на самом деле. Ну и по итогам это шоу стало самым рейтинговым шоу за всю историю телевизионных проектов, именно за всю историю телевизионных шоу. Таких рейтингов не было никогда. Вот вы сказали, что взлетели цены на ваши билеты. Сколько стоит билет на ваш концерт? Не билеты, гонорар увеличился. То есть, да, если... это была шутка. На самом деле появилось больше запросов на концерты. Если, скажем так, до этого у меня там был запрос, там в день звонит там 1-2 человека, то после проекта начали звонить 10-20. То есть очень сильно вырос спрос на меня как на артиста. Хотите ли вы вообще организовать концерт в Кыргызстане? Ждать ли нам концерта? У меня есть большая мечта. Это прям целый пласт городов, стран, где я хочу дать концерт. Одно из первых мест занимает Бишкек.
Потому что для меня это очень важно, потому что для меня это будет концерт больше для меня. То есть как ностальгия, как некая дань моей родине, это некая дань всем моим друзьям, которые придут, той же учительнице моей любимой по музыке, придут мои родители. Наверняка это будет концерт во Дворце спорта, где у меня были уже концерты когда-то, мои первые концерты. Ну, первый концерт у меня здесь был в филармонии в году 2006, как мне мама напомнила. Вот. Но когда я был в составе группы МКД, вот, и мы гастролировали очень успешно по стране, у нас была очень классная история. У нас было 2 концерта сольных во Дворце спорта. Вот. Я бы хотел, конечно, сделать здесь большой сольный концерт. Я хочу спросить насчет участия в конкурсе «Звезды в Африке». Как вы вообще решились на такое, и что было за кадром, какие эмоции вы испытали? Сейчас на НТВ идет проект «Фактор страха». Очень классный проект, нашумевший проект за рубежом, и этот проект мне всегда очень нравился. И я стал его ведущим. Сейчас он идет каждое воскресенье по НТВ, кстати, друзья, смотрите, это очень интересный проект. Там я ведущий. Принцип шоу примерно где-то одинаковый. Только здесь я ведущий, и я В сторонке. как Миша Галустян и Оля Бузова просто издеваюсь над участниками и смотрю, как они что-нибудь непонятное едят, откуда-нибудь прыгают, тонут, горят, еще что-то. Каково было есть Да, мозги? здесь я решил полететь на проект «Звезды в Африке» в качестве участника, чтобы просто ощутить это на себе, понять, каково это. Но и мне, в принципе, мне очень понравилось все, за исключением того, что нужно было что-то есть, потому что для меня это такая слабая точка моя. Я не люблю есть то, что несъедобно. Ну, по крайней мере, то, что я не привык есть. И это было очень жутко, это было ужасно невкусно. Я даже сейчас об этом говорю, и я понимаю, что меня немножечко начинает подташнивать. Я съел 5 живых червей. Вот с этого можно шоу начать. Я съел 5 живых червей. На вкус, все спрашивают, как они на вкус. На вкус они как земля. Вот просто вкус земли. Это отвратительно, плюс они живые, а когда ты их жуешь, они у тебя во рту шевелятся. Вот, это было ужасно. Сколько дней отходили от этого? Ну, кстати, быстро. Да? Ну, да, Забылось? я весь вечер просто был в состоянии, когда, ну, люди, наверное, поймут, когда после самого веселого праздника в вашей жизни, когда вы немножечко перепили, вы в таком положении буквы «зю» и пытаетесь выгнать дьявола из себя. Вот, в принципе, было то же самое, просто без алкоголя. Я пытался достать из себя все, что съел, вот, но это было ужасно. Но проект очень интересный, заманивающий такой, очень азартный. Интересно. Да, жаль, что вот как-то быстро, скажем так, меня слили, потому что я бы с удовольствием, конечно, хотел бы еще на себе пройти какие-то более жесткие испытания. Но благо, в отличие от некоторых, которые вылетали ребята, я успел прочувствовать на себе. То есть я был на задании со Светой Пермяковой, где нас закидывали змеями, там, какими-то тараканами, какими-то муравьями, которые кусали нас до крови. Один удав решил меня задушить. Ну, то есть там успели почувствовать вот такой адреналинчик. А какие интересные моменты были за кадром? То, что не попало в эфир. Ну, в целом показывают все, потому что нас снимают везде. И там, где мы спим, и в принципе, ну вот где бы мы ни оказались, везде есть камеры. Самое интересное, то, что не попало, не знаю, сейчас скажу. Вот, блин, офигенный вопрос, потому что этого я бы нигде никогда не рассказал. Эксклюзив. На задании, когда девочки у нас должны были лопнуть с помощью резинок арбуз, и мы, когда этот арбуз забрали,
Я не знаю, почему это не показали, потому что это, по-моему, было гениально. Мы умирали с голоду, потому что в этот день из-за того, что мы не прошли испытания, нам не принесли еды, у нас на весь день был только арбуз. Мы очень голодали и очень хотели есть. И когда ты находишься в состоянии голода, мозг работает совсем по-другому. Ну и когда, скажем так, люди смотрят по телевизору, они, фу, типа, что вы едите, что там, что-то непонятно. Когда ты находишься там, и ты реально голоден, не на камеру, не пытаешься там строить из себя что-то, а там вылезают твои настоящие качества, вот, не знаю, хищника какого-то, который должен добыть себе еду. В общем, мы съели этот арбуз, и я понимаю, что мы вот через полчаса, через час будем голодные, потому что арбуз не спасает, очень хочется есть. И я вижу эти корки, которые остались от арбуза. Вы его съели? Я очистил, ну вот, сам слой от кожуры, темный слой, ну вот саму кожуру, и вот эту зеленую прослойку я нарезал кубиками и сделал, короче, такой салат. Потом со Светой Пермяковой мы нарезали еще часть корок нарезали и обжарили. Получилось вообще как кабачок какой-то, но жареные кабачки. Короче, мы этим мы придумали новые блюда из корок арбуза, и так мы выжили еще один день. Это было прям круто, потому что это было, оказалось, что это очень вкусно. Да? А самый прикол, что я прилетел в Москву, когда я рассказал друзьям, они не поверили. Мы специально купили арбуз, и я им потом приготовил корки эти, и они все поели. Это было смешно. Какие были реакции? Вкусно? Они да, тоже ответили, они что вкусно? они были очень удивлены, что это может быть действительно вкусно. Уникальный рецепт Да. сегодня прозвучал. Вообще, я знаю, что у вас был YouTube-канал, Да. «Полтора корейца». Вы Все верно. сейчас перестали снимать. Мы сейчас временно не снимаем, потому что есть сложности со временем. Вот. Так проект, он существует, причем он существует из города Бишкек. Потому что этот проект, изначально это не проект. Изначально это прозвище на нас двоих с Валентином, с которым мы познакомились здесь в СОЖ-КРСУ. 1 год я учился в СОЖ-КРСУ, дабы познать нет, разницу. Это при университете, это школа. Вот. Дабы познать разницу просто между школами, я ее познал. И, оказывается, ну, когда ты учишься в одной школе, где все время реально тусовка, и приходишь в школу, где все строго? Дети все учатся, все строго, это ужасно, конечно. Вот, но самый классный момент из этого года и из этой школы — это мой друг, который по сей день со мной рядом. Он переехал тоже в Москву, и мы сейчас вместе работаем. Вас двоих называли «Полтора корейца»? Нас назвали «Полтора корейца», причем в смешной ситуации, это было тоже в драке. Это была драка. Ну, то есть у нас же это классическая история, да? Тогда у нас еще не было интернета такого сильно развитого. Да, у нас были компьютерные клубы, мы ходили в Counter-Strike играть. И все, и дрались. А что еще делать? Больше нечего было делать. Это сейчас миллион развлечений, когда появился интернет, появилась куча много заведений, классных заведений, таких как Облако 53. Вот. Реклама? Все, вырезали, сейчас тебя отделю. Вот. И при драке кто-то вас назвал «Полтора корейца»? Да, там один пацан возмущался, говорит: что вы ходите, 1,5 корейца, думаете, самые крутые? И самое смешное, что эта фраза вот осталась в языцах, и нам даже понравилось, это прикольно, но это оригинально. Он наполовину русский, наполовину кореец, я кореец, а вместе мы 1,5 корейца. Это очень смешно. Слушаете ли вы кыргызскую эстраду? Назовите топ-3 артистов, которые вам нравятся. Откровенно сейчас давно уже не слышал, но по старой памяти могу прям сказать
кто действительно классно всегда делал музыку в наши времена, когда еще я был в МКД. Это и по сей день, я думаю, что эти ребята работают. Мирбек Атабеков, он же поет, Да. успешно сейчас, я думаю, также. Азат Раимбердиев, да. Это группа Дельмар, потому что как раз, когда у нас была группа МКД, была группа Дельмар. И у них была классная песня. Какая песня? Нежная принцесса моя. Ну да. Вот. Классно поет, хороший парень, очень позитивный. И был такой парень молодой, но сейчас я уже не молодой, сейчас он уже взрослый. Просто в те времена, когда мы выступали, он был младше нас, поэтому он совсем еще был маленький, но очень талантливый. Омар был такой. Да. До сих Он пор сейчас есть. поет, поет. выступает. Ну вот, скажем так, для меня ребята, которых я помню. В одном из интервью вы сказали, что вам отправляют несовершеннолетние жопу, сиськи. Что чаще всего вам пишут в директ? Можем посмотреть Да, ваш можем директ? открыть. И в основном это все, разное пишут. И Например, рандомно Пристойно. выберите одно сообщение и прочитайте его. пишет девочка мне: пойдешь на забив. Я не знаю, что это такое. На забив? Привет, ты сейчас поешь? Пишет мне девочка. Конкретно в данный момент или вообще, я не понял. Привет, сейчас. Вот если поискать, просто на самом деле здесь тысячи сообщений. И если найти что-то, вот покопаться, можно найти такие смешные сообщения. Просто бомба. Есть ли какое-нибудь сообщение, которое вы запомнили, и, там, может, долго смеялись? вспоминали? Постоянно девчонки, активно присылают сообщения оригинальных подкатов. О, Это смешно. Типа, а вашей маме там свекровка не нужна, или как? зять не нужен. Ой, Кто она? Свекровь? Невестка. Свекровь, невестка. Невестка. Вот такие всякие, знаешь, типа, а ваши родители не ювелиры, а откуда у них такой бриллиант? Там, всякие вот такие смешные штуки пишут. Но вот иногда присылают фотки, да. Но показывать не буду, если найду, сейчас вам покажу. хорошо. Там типа присылают. У меня да, будет реально. возможность увидеть. Да, присылают там сиськи, там всякое. Да, бывает сообщения. Они, просто если, чтобы вы просто понимали, но они никогда не заканчиваются. То есть это вот надо подождать. Сейчас интернет прогрузится, и они вообще не заканчиваются. Ага. Их настолько много, что, то есть это нереально. Я однажды думаю, так, я люблю порядок, вообще порядок в жизни, порядок во всем. Я думаю, нет, вот сейчас пора привести в порядок директ, чтобы я понимал, чтобы я, если хотел кого-то найти, я вот сейчас возьму, найду. Нет, невозможно. Да? То есть я сутки пролистал вот так, и конца там нет. Вот вы и музыку пишете, и в ТВ-шоу участвуете, и в различных медиа вас часто видим. Как вы вообще отдыхаете? У вас бывает свободное время? Отдыхаю я очень закрыто. То есть если многие артисты стараются отдыхать у всех на виду, показывать это в соцсетях, я отдыхаю, скажем так, по-настоящему, что ли. Я выпадаю из жизни, потому что вот я пока нахожусь в Бишкеке 3 дня, ко мне приехал мой друг из Казахстана, и вот я провожу время с друзьями, и нам не нужны, скажем так, соцсети, нам не нужно как-то светиться, поэтому вот если мы отдыхаем, мы отдыхаем, мы стараемся куда-то вылетать. Вы Часто любите компания. отдыхать тихо, да? Спокойно, Да, мы, тихо. тихо в соцсетях, скажем так. Ага. Мы отдыхаем очень громко, порой очень чересчур громко, так что мы потом, улетая домой, пытаемся найти всех людей, с кем мы прилетели, чтобы никого не оставить в чужой стране. Вот, потому что мы
летаем за границу куда-нибудь там компании. Очень часто мы летаем в Беларусь, в Минск. Не знаю почему, но там очень классно. Компания летим, никого, белорусов нет. Все казахи, кыргызы, корейцы, русские. Белорусов нет, но мы летим в Минск тусить. И вот наши тусовки так проходят, что мы потом просто с таким трудом собираемся, чтобы вернуться, чтобы все вернулись домой. Вот, поэтому очень громко мы отмечаем праздники, веселимся. А какое место в Кыргызстане вам больше всего нравится? Где вы любите отдыхать, бывать? Горы. Я обожаю Каракольские горы. Кататься там на сноуборде. По-моему, это такие самые крутые горы. Хорошо. Очень жду, когда Пойдет наладится снег? еще. Пойдет снег и наладится сервис. Потому что в Кыргызстане огромное количество золотых жил. Таких как Иссык-Куль, таких как горы Каракольские. И не только Каракольские, у нас здесь горы повсюду. Да. Но нет сервиса. То есть, если поставить нужный сервис, то весь мир будет летать, чтобы кататься, допустим, зимой в горах, летом летать на Иссык-Куль. И для этого есть все. То есть все стремятся там в Швейцарию, но катался я там. Там нет таких гор. Как здесь, Там да? классный сервис. Это то, что они сделали, это круто. Сервис классный, а гор таких нет. Я слышала, что вы по молодости приезжали в Кыргызстан, на Иссык-Куль, и устраивали конкурс Да. среди детей. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Среди школьниц, да, это история, которую я рассказал на ЧБД. Ну, ты в курсе сейчас, как бы, органы заинтересовались твоей историей, так? И? После чего Да. очень многие люди там, я не знаю, что-то они там себе надумали, что-то они там... Была критика, по-моему. Да, была критика, там мне начали писать, вот, больше не приезжай к нам на Иссык-Куль. При том, что я не помню, что я что-то плохое сказал, да. Я во-первых, почему-то люди всегда... У нас, я говорю сразу за две страны, и в Казахстане, и в Кыргызстане, очень люди любят обижаться. И очень люди любят давить на плохую сторону. Когда то что-то хорошее происходит, всем, как-то так, ровно. Что-то там кто-то сказал, кто сказал? Он сказал, иди сюда, ты. Но это, вот, не знаю, это странно. И странно то, что люди обижаются на правду. Когда я рассказывал, что мы ездили по Иссык-Кулю, и реально там школы, где нет электрического звонка, где по сей день школьница или школьник бежит с колокольчиком и звонит по школе, там, чтобы объявить перемену, и люди на это обижаются, мне пишут, что я это говорю, но типа проблема не во мне, проблема в том, что это на сегодняшний день есть. 21 век, когда мы все активно пользуемся интернетом, когда мы меряемся телефонами, у кого круче, когда у нас есть уже в доступе слетать в космос, а где-то в маленьких городах, в маленьких селах, наших аулах до сих пор звонок с помощью колокольчика. По-моему, это проблема, о которой нужно говорить. Планируете ли вы записывать новые треки? Возможно, мы еще вас в новых проектах увидим. Да, у меня буквально на днях, я не знаю, когда вы просто это выпустите, но прям сегодня у меня вышел новый клип на трек «Демон и ангел». Мы пишем треки очень активно. Весной планируется второй сольный альбом уже. Большое количество клипов планируется гастроли. Как только закончится пандемия, уже окончательно будем гастролировать, будет много концертов. У меня есть блиц небольшой. Я буду задавать короткие вопросы, от вас желательно короткий ответ. Чем больше всего дорожите? Семьей. Какой недостаток прощаете легче всего? Многие недостатки, кроме предательства. Какой недостаток не простите никогда? Предательство. Предательство, да. Каким человеческим качеством вы дорожите больше всего? Умение дружить. Это безумно
классное качество, которое есть не у всех. Мгм. Какая слабость у вас имеется? Слабость, не знаю, азарт, наверное. Вот я очень азартный человек. За что вам стыдно? Стыдно, я однажды, здесь есть аптека одна, я пришел, и мой друг один, он, короче, отвлекал аптекаршу, говорит, а покажите, он тут что-то какие-то лекарства спрашивает, а у него вот здесь на стойке стояли эти корзиночки с этими, со аскорбиновой кислотой. И пока она отвлекалась, я открыл и одну аскорбинку съел и закрыл обратно. А потом она наверняка это кому-то продала, и кто-то подумал, что... То есть вам за это стыдно? Очень, это я везде рассказываю эту историю, мне очень стыдно, но у меня детство такое было, денег не было, и мы выживали как могли. Думаю, она вас простила за столько лет. Все, спасибо вам за Всё, интересную спасибо беседу. большое. Мне было очень интересно. Спасибо. Вам.